Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Начиная с 1994 года, ежегодно 27 июня в Узбекистане отмечается День работников печати и средств массовой информации. Этот профессиональный праздник был учрежден указом президента Республики Узбекистан Исламом Каримовым 24 июня в 1993 году. Сегодня в Узбекистане издается более 1500 наименований периодических изданий, что в 1,5 раза больше, чем 10 лет назад. В последние годы создано почти 290 частных и ведомственных интернет-изданий. Увеличилось число негосударственного теле- и радиовещания. Более 50% действующих телеканалов и 85% радиостанций являются негосударственными. Особенностью СМИ Узбекистана является их национальный характер. СМИ страны вещают и издаются на 7 языках проживающих в Узбекистане наций и народностей. Есть издания на английском языке. По традиции празднования включают торжественные мероприятия с награждением лучших в профессии, пресс-конференции, брифинги, интервью, которые сопровождаются показом документальных материалов о нелегкой работе СМИ. Также в этот день чтят память журналистов, отдавших своей жизни при исполнении служебного долга. В отделе Фейермонт Баку по случаю отмечаемого 27 июня в Узбекистане Дня работников печати и средств массовой информации состоялась церемония награждения представителей СМИ Азербайджана, внесших вклад в развитие узбекско-азербайджанских отношений. Открывший мероприятие посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашраф Ханов отметил, что церемония происходит в исторически значимый период, в год широкого празднования столетнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева, который является выдающейся личностью не только для азербайджанского народа, но и всего тюркского мира. Посол рассказал об истории возникновения Дня работников печати и средств массовой информации в Узбекистане, проинформировал о нынешнем состоянии узбекской прессы. Глава дипмиссии подчеркнул успехи Азербайджана в сфере поддержки СМИ. Мы приветствуем осуществляемые в этом направлении важные реформы, включая принятие закона о медиа и создание агентства развития медиа, которые, безусловно, призваны развивать СМИ и оказывать им всяческую поддержку. Бахром Ашраф Ханов высоко оценил работу азербайджанских журналистов. История помнит случаи, когда азербайджанские журналисты ценой собственной жизни выполняли свою работу. В этом плане хочу почтить светлую память Чингиза Мустафаева, Магерама Ибрагимова, Сираджа Абышева и других работников СМИ, которые отдали жизнь ради своего дела во имя справедливости, суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, добавил он. Узбекский дипломат сказал, что СМИ играют важную роль в развитии отношений между братскими Узбекистаном и Азербайджаном. Благодаря вам, журналистам, узбекская, азербайджанская и в целом международная общественность узнает о том, как стремительно развиваются связи между нашими странами. Как проходили 3 прошлогодних визита президента Азербайджана, уважаемого Ильхама Алиева, в Узбекистан, а также о том, на каком высоком уровне в марте этого года состоялся визит президента Узбекистана, уважаемого Шавката Мирзиёева, в Баку. Надеюсь, что с такой же масштабностью будут освещаться все предстоящие в будущем контакты на высоком и высшем уровнях между Узбекистаном и Азербайджаном. Бахром Ашраф Ханов отметил заслуги азербайджанских журналистов, освещавших всенародный референдум по обновлению Конституции Узбекистана, состоявшийся 30 апреля этого года. Уверен, что не менее активно будут освещаться выборы президента Узбекистана, которые пройдут 9 июля. Это политическое мероприятие представляет для нас, и не побоюсь сказать, для всего тюркского мира исключительную важность, поскольку итоги выборов определят государственную, внутреннюю и внешнюю политику Узбекистана, станут залогом дальнейшего развития отношений республики с иностранными государствами, в числе которых Азербайджан занимает особенную роль, сказал дипломат. Затем состоялась церемония вручения благодарностей и памятных подарков изданиям и журналистам, вносящим вклад в развитие братских связей между Узбекистаном и Азербайджаном. В Баку состоялось мероприятие, посвященное новому составу Фонда распространения мира «Идеал». Открывшее мероприятие член Всемирной Федерации мира, посол мира, председатель Международного института гуманитарных наук Эльмира Махадинли дала обширную информацию о предыдущей деятельности фонда и пожелала успеха в дальнейшей деятельности. В продолжении мероприятия президент Национального фонда неправительственной организации Рауф Зейни выступил с речью и выразил свои добрые пожелания и поддержку фонду. Далее об идеях и целях фонда проинформировал президент Фонда пропаганды мира «Идеал», доктор философских наук, посол мира Севда Ахмедова.
Любой проект нашего фонда поддерживает политический, социальный и культурный курс нашего государства. Этот фонд является результатом условий, созданных для общественных деятелей страны, главой нашего государства, верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым. Фонд «Содействие миру Идеал» продолжит свою деятельность в этом направлении. В то же время отмечено: пусть мир будет окрашен миром. Было сообщено о 3 основных направлениях фонда, работающих под девизом «Миротворческие проекты образования и развития», «Социальная поддержка семей шахидов и ветеранов», «Образование и развитие» – самое широкое направление, включающее в себя проекты различной направленности. Здесь будут разрабатываться и реализовываться проекты, связанные с наукой, образованием, культурой, здравоохранением, спортом, экологией. Говоря о 3-м направлении фонда, Севда Ахмедова сказала, что это направление сочетает в себе очень чувствительные темы. Включенные сюда проекты – это возможность отдать наш долг, пусть даже небольшой, смельчакам, отдавшим свои жизни за нашу свободу. Проект социальной поддержки семей шахидов и участников войны включает множество мероприятий. Следует отметить, что фонд распространения мира «Идеал» был зарегистрирован в 2007 году и успешно работает на протяжении многих лет. Под фондом находятся 2 активных центра. Это Центр молодежи и спорта имени национального героя Мубариза Ибрагимова и другой – Центр поддержки государственности. За эти годы фонд подписал множество успешных проектов не только в нашей стране, но и в братской Турции. Эти успехи неоднократно освещались в турецких СМИ. Следует также отметить, что в 2014 году президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану был вручен диплом «Победитель Султан», учрежденный фондом. Федерация турецко-азербайджанских организаций проводит различные мероприятия в связи с важными азербайджанскими национальными праздниками. Об этом в интервью «Мост дружбы. Пирамида» рассказал председатель Федерации турецко-азербайджанских организаций Билал Дюндар. Рассказывая в интервью об истории азербайджанско-турецких связей, Билал Дюндар отметил, что наши братские страны и народы всегда были вместе, напомнив о том, что Турция была первой страной, признавшей независимость Азербайджана. Говоря о деятельности Федерации турецко-азербайджанских организаций, Билал Дюндар отметил, действующую в Куджейли организацию «Азербайджанский дом» мы создали в 2004 году, а в 2006 году создали Федерацию турецко-азербайджанских организаций. В настоящее время Федерация имеет свои организации в 16 областях Турции. Мы организовали женскую молодежную структуру Федерации турецко-азербайджанских организаций, что еще более укрепило нашу деятельность. Наша федерация прилагает усилия для развития исторически дружественных и братских связей между Турцией и Азербайджаном. Подчеркнув значимость взаимных визитов на уровне глав государств и министров для усиления сотрудничества между нашими странами, а также проводимых мероприятий, председатель Федерации турецко-азербайджанских организаций сказал, что это сотрудничество уже расширило свою географию и подчеркнул деятельность наших диаспор в этом направлении, говоря о большом объеме азербайджанских инвестиций, вкладываемых в настоящее время в экономику Турции. Билал Дюндар отметил, что наблюдается стремительный рост сотрудничества во всех областях. Говоря о работе, проводимой по развитию братских связей, Билал Дюндар напомнил, что по инициативе организации «Азербайджанский дом» в Куджейли 31 декабря 2010 года был открыт парк культуры Гейдара Алиева. 29 октября 2011 года – парк Гейдара Алиева. 24 ноября прошлого года открылся Дом азербайджанской культуры, где действует библиотека имени лидера Азербайджана Гейдара Алиева и первый в мире музей геноцида тюркского народа. В интервью также рассказывается о том, что азербайджанским студентам, обучающимся в Куджейли, а также студентам из этой области, получающим образование в нашей стране, выдаются стипендии. С ними установлены тесные связи. Лечащимся посредством Федерации турецко-азербайджанских организаций в Куджейли больным оказывается материальная помощь. Дюндар подчеркнул, что и в Азербайджане деятельность Федерации турецко-азербайджанских организаций высоко оценена. Он отметил, в 2011 году президент Азербайджана Ильхам Алиев, оказав честь Федерации и мне, наградил меня орденом Шереф. Считаю своим долгом выразить президенту благодарность за эту награду.
По мнению Билала Дюндара, решение Азербайджана об отмене виз для граждан Турции способствует расширению сотрудничества между двумя странами в торговой и социально-культурной сферах. По его словам, это решение вызвало удовлетворение у граждан обеих стран. Надеемся, что после либерализации визового режима будут приняты более масштабные решения. Дружественные и братские связи между Турцией и Азербайджаном не имеют аналогов в истории. Турецкий и азербайджанские народы поддерживали друг друга на всех исторических этапах и продолжат делать это и впредь, отметил глава Федерации. Азербайджан вложил большую часть инвестиций в экономику Турции. Эти инвестиции растут ускоренными темпами. Глава Федерации поблагодарил президентов и глав МИД двух стран, внесших вклад в решение визовых проблем. Biz geçmişimize sahip çıkmamız lazım. Geçmişte sahip çıkmayan kişi, kurum, uluslar geleceğine de sahip çıkamaz. Geçmişimizi çok iyi bilmemiz lazım. Geçmişini bilmeyen geleceğini de bilemez diye bir meclis sözü gerçek olduğuna inanıyorum. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Мы, как представители телеканала «Пирамида» в Азербайджане, в Грузии и в Турции, находимся в данный момент в Баку. Через несколько минут мы вам представим интервью с известным человеком, 101-летняя ветеран труда и войны Фатмой Саттаровой.
Фатма Саттарова достаточно известная личность в Азербайджане. Она активно участвует в общественной жизни страны. Ее все знают как ветерана Великой Отечественной войны, как интеллектуала, а также как деловую женщину. Даже сегодня, несмотря на свой почтенный возраст в 101 год, Фатма Ханум принимает активное участие в мероприятиях, проводимых Республиканской организацией ветеранов. Не жалеет силы и средств на воспитание молодежи в духе любви и преданности своей родине, своему государству и развитию воинского патриотизма. Она на протяжении многих лет должным образом представляла Азербайджан на всех мероприятиях, связанных со Второй мировой войной в странах СНГ, включая Российскую Федерацию, Беларусь и Украину. Я, значит, окончила 7 классов в 1937 году и поступила в медицинский техникум в 1937 году. После 7 классов образования я 3 года училась в техникуме, окончила по специальности акушерка. И у нас была военная кафедра, где, когда я окончила вместе с дипломом, нам поручили, значит, военный билет и звали лейтенанта. Тогда лейтенанта офицера звали. После этого я, значит, окончание техникума, я вышла замуж в январе месяце 1941 года, и через 5 месяцев началась война. И вот как добровольцы, как медработник, и меня мобилизовал Бак-военкомат и направили меня на фронт. У нас было 7 девочек, которые из них 2 мы вернулись, остальные погибли. Вот так, моя история, вот начальная история была так. Здравствуйте, Фатма Хан. Здравствуйте. Очень рада вас видеть, Спасибо. слышать. Как в народе говорят, лучше видеть 1 раз, чем услышать 100 раз. Да. И вот сегодня мы перед вами и будем задавать вопросы, отвечать. Вы будете, естественно, для наших телезрителей. 100 лет – это 1 век. Вы прожили 1 век ровно. И за это 1 век, за 100 лет вы многое видели, слышали, прожили. И к чему вы пришли? Создаешь семью, бери семью. Если появляются дети, воспитать детей так, чтобы ребенок вырос, любя свою родину, где он родился. Во-первых, чтобы дети умели уважать своих родителей в первую очередь, а потом свою родину. Если рождавший ребенок не любит своих родителей или свою родину, это не человек. Надо вырасти настоящего патриота Родины, своей Родины, где он родился, где он живет, чей хлебом питается, чьей водой растет. Только тогда любой мать, любой родитель считает, что он прожил свой век нормально. А если не умеют родители, есть такие, что не могут воспитать, справляться со своими детьми, не слушают эти дети и родители. Я считаю, самые несчастные родители это. Абсолютно правильно. Не сумели воспитать, не сумели детей воспитать в цели любви своей родины, вы понимаете. Это большое дело. Тем более мальчики очень трудно воспитать. Ну, сейчас, слава Богу, у меня дети были все с высшим образованием. Я очень рано потеряла мужа, осталась с 4 детьми. Мне силы хватило их вырастить, семью строить.
Мне вот средний сын, мальчик, сын мой, второй мальчик, он академик по нефтегазу. Он много раз в Казахстане, Узбекистане, в этих странах. Даже у него была тема, что отсюда, с Каспийского моря, через море, по-моему, или Казахстан, или Туркменистан, нефтяной трубы привезти. Это его тема была. Тогда еще Эйдар Алиевич был живой, он выступил как академик в нашем дворце. И он очень оценил ее, потом заболел он быстрее. Мой сын тоже тему оставил. И так. Говорят, что детей воспитывает школа или вот, общество и родители, семья. Да. Как вы считаете? Я, знаете, считаю, что основное воспитание должен быть в семье. Начало. В семье. Угу. Если ребенок растет в семье неполадка, он не будет никогда таким порядочным парнем. Он все, глаза открывает, глаза открывает, мать отца не слушает, отец ее ругает. Это не семья. Там ради детей, даже если кто-то родителей, думаю, у них не ладатка, они должны так делать, чтобы дети этого не замечали. Вы понимаете? Во-первых, первый в семье, потом школа. Потом у нас пионер, комсомол, партия. В то время было. Советский. А сейчас нету. Семья, школа, семья очень связаны. Особенно школа. Потому что они выращаются большей частью в школе друг другом. Mektebe gidiler saat 9'da, saat 2'ye, 1'e mektebdedirler. Birbirine обобщаются. Привыкают, он gel, bunu da ona gel böyle. Так я думаю, что очень тяжело родителям. Тем более мальчиков воспитать, девочки тоже по-своему плохо. А достаточно ли в школе дают воспитание именно в патриотическом духе? Насколько она достаточно на сегодняшний день? Я вам хочу сказать, раньше в Советском Союзе в школе говорили пионер. Да. Пионер, она думала, что надо ей так вести себя, чтобы она была примерным. Да. Пионер. Будь готов, всегда готов. Да. Понимаете? Потом комсомол. Если кто-нибудь что-нибудь неправильно делал, обсуждали на совещании, да. На комсомольском собрании, а взрослые на партийном собрании. Да. Уже человек считал, подожди, я тебе на собрании все скажу. Это что-то было, человек считался, что он должен хорошо себя вести, что его не обсуждали. Если у человека есть самолюбие, он должен так вести, чтобы cemaatle ayak geçsin. Pis yola düşmesin. Olmayan şeyi elemesin. Вот в таком стиле. Ну, сейчас этого нет. А может внести, как вы думаете, видавший жизнь человек, внести такой урок? Я патриот. Или в патриотическом духе что-то вот такое именно. Это доказать не нужно, это надо делать. Кому скажешь, я патриот? Кому вот, я в одной предприятии общественное питание города Баку. 58 лет я руководящая. Это, знаете, общественное питание самый тяжелый объект. Вы вот с 18 лет воевали, потом вообще самое тяжелое, где да. Жарко туда идти. Я пришла, поступила в университет, да. Экономический факультет, окончила. И на руководящей все время. Тогда после войны голодовали, холод. Все перешли домой. Очень тяжелые времена, например, мои возрастные люди, это перешли тяжелое время. Вы после войны, знаете, на хлебную до утра очередь стояли, писали номер, килограмм хлеба утром должны были. Мы когда с войны вернулись, мне говорили, что ты зачем в очереди стоишь? Ты с войны вернулся, ты раненый был, ты должен без очереди. Нет.
У меня совесть не позволяла. Старуха моя, соседка, в очередь, да, я пойду, дай мне кило, что я нафорну был, да. Вот такие мы были воспитанные люди, вы понимаете? Да, в другом духе воспитаны. В другом духе было. На фронте кто хлеба делил, половину, 150 грамм черный хлеб мне давали. Чай пить надо, хлебом сухим. Сухие листья рвали, заварили чай. И намного здоровее были, кстати. Тогда люди намного здоровее были, чем сейчас. Конечно. Еще вот такой вопрос. Вот сейчас есть матери, да? И того времени матери, они разные. Потому что вы же сами говорите, через какие трудности они прошли, семейные, войны прошли, все. И голод, и разрухи, и вот сейчас, который есть комфорт, такой комфортабельной жизни тогда не было. Даже мясо через это руками резали где-то, стирали на руках, да? Все этого не было. Ну вот сейчас, как вы думаете, тогда было правильно или сегодня вот? Я считаю, что тогда было. Воспитание тогда правильное было. Сейчас воспитания у детей нет. Сейчас нет воспитания. Сейчас детей не воспитывают. Сейчас детей балуют. Балуют детей. У него машина есть, а у меня нету. Нету, да. Раньше велосипед покупали, велосипед. Я вижу по соседу, да. Uşağı elden gidip velosiped istiyor. Yokum da mümkün o alabilmir. On güvenli velosiped. Heydi başın. Bir oğlunu alıp bir obusuna dalım da. O diyor onu vermeyen neş yoktu. Потом нет, все равно и машину покупай, и дом покупай, и все покупай. То есть... Нет, сейчас не то воспитание. Конечно, сейчас в Азербайджане у нас ребята хорошими стали. Они все стали понимать. Сейчас хорошо учатся, машаллах. Мы контролируем среднюю школу. Хорошо учатся ребята. Вот сейчас я опекунствовал за несколько ребята. Как они окончили 11 классов, как они экзамен сдали, я опекунствовала. Даже им я подарок сделала, каждому ребенку сделала. Это Мештага. У нас в селении есть Мештага. Их многие детей я опекунство взяла. Они мне предмет квартиру дал, мы перешли там, они соседи. Что, машаллах, учатся хорошо. От кого получила вы эти часы? Эти часы я получила от президента России, от Путина. 9 мая каждый год мы идем встречать этот День Победы в Москве, все республики. И я сколько лет, как я себе знаю, все время, как закончится война, каждый год я бывала в Москве. Я с ним встречаюсь в Москве, мы с ним беседуем, все, иногда про войну рассказываем, я ему рассказываю, в каких фронтах я была, сколько лет я воевала за землю России. И всегда он меня с уважением принимал. И вот этот, мать азербайджанцев вас назвал, да? Мать Азербайджан. Да, он всегда говорил, мать Азербайджан. Азербайджанская мать, он меня называл. Вы азербайджанская мать, вы все матеря. И вот это он одел мне на руки, сказал, память от России вам, от Путина. Приехала тот через день с Москвы, я его показала своему президенту. Как раз мы встречались с ним, я сказала президенту своему, что моему президенту, что этот мне подарил Путин. Я не имела права ему не показать. Потому что это все-таки мне президент России подарил. Это большой почет, уважение нашим людям, которые воевали в 41-45 годы в России. Несколько девочек, медработников и врачей отправили в Ленинград. Я попала в блокаду Ленинграда. 40 дней я была в Ленинграде. В блокаде я была.
Холод, голод. Раненые. Кушать хлеба нет. Это тяжелое время. Я 40 дней была в Ленинграде. Там Ладожское озеро. Ранеными мы первую помощь оказывали. Сажали их в лодку, отправляли в тыл через Ладожское озеро. Но не все попадали. Бомбили же сверху. Лодка попадала бомба, и все гибнули, да. А те, которые оставались живыми, они попадали в родину. И их оттуда направляли по госпиталям. Баку, там, которые города свободные, возможно было, чтобы лечиться, направляли туда. Вот так. Тяжелая война была. Я свой, как сказать, молодость, очень тяжелое время я провела. 5 лет. С 18-19 лет. 19 лет было мне. Я 22-го года рождения. Января 25-го. Да. Вот такие я жизнь провела. И я этим жизнью горжусь. Горжусь, потому что я азербайджанка. Что-то не было, мы не знали, он русский, не знали, он азербайджанец, он раненый, он боец. Первую помощь оказывали. Очень трудно, знаете, когда я рассказываю, я все представляю, что я в данное время такая тяжелая была, его никогда нельзя забыть. Эти 3-4 года войны никогда невозможно забыть его. Нельзя забыть. Это трагичная жизнь была, трагичная жизнь. Это боролись вся армия, и весь медработники, и другие все. Боролись с жизнью и смертью. Потому что сверху бомба лилась. Здесь танки шли вперед. Несмотря там женщина, мужчина, ребенок, они ничего не знали. Фашисты, да, были. Очень плохо, тяжелые времена было, конечно. Но пережили все, слава Богу. Но самый страшный был один раз. А мы же медсестры, кто стонет, зовет, vay ağrıdım, vay yaram, или oy Господи, belə sözlər eşidirdik axı biz, bərk, ucadan. Mən də akopdan səs gəldi, bir yaralının səsi. Mən də getdik akopa, sanitar sumku ya таскалася bu. А там стонал русский солдат. Я перевязку делала на голову. В это время, когда окопun üstünden танк прошел. И от танка этот самый чархна песок сыпался, и камни маленькие сыпались. И я загородила этого раненого, уже голова была ранена у него. Я укрыла его, и танк прошел. После этого я его привязала, вижу, где-то далеко у меня какой-то голос слышу. Она. Azərbaycanski голос. Я думала, bu tankın səsindən mənim nətər olub, çöllü biyabanlar, yaralılar burada stonit, tam stonit, tank, tam... Analar necə, ana səsi necə gəlir kulağıma. Я его привязала, успокоила я его, дирам, sakit ol, я сейчас пойду другим раненым, сейчас придут, тебя заберут. А за супебекерские машины, английские машины, ходил по степи, где раненый. А такие большие солдаты, русские солдаты, насылкой нам говорили, на этот судобекерский грузовик, они возили их по госпиталям. Раненых нельзя было, первую помощь оказывали, отправляли по госпиталям. Я, значит, сумка у меня большая, я сумку тяну и сама по песку, сюрне, слышу стон, мама стон, она.
Немножко кричит, останавливается. Немножко кричит, останавливается. И да, ахтарам хара гедим. Потянула я как-нибудь и попала от бомбы, значит, чухурда, да? И я вижу, там стонет один парень от головы раненый. Текет кровь. Знаете, не текет, а бьет кровь. Beynine. Padaşla, ay oğlan sen ana çağırdın. Böyle, ha. Sen benim kimse deyirəm, ben sesləyəm, görüm. Haruna yarağı bağlayayım, başı bağladım palaşılı zavizala. Yuvo. Deyirəm, Azərbaycanlısan, bəli, hardasan, kakoy rayonu skazal, yazıcımsın, sabılaşacağız. Babam bir yavlaqdan dedi, yadımdan çıxır. Ben oradanam dedi. Bəs mən də dedim, Azərbaycan qızıyam, mən Şəfqət bacısıyam, gəlmişəm səni sarımağa. Adı o mənə dedi, adım Mahmuddur. До сих пор я помню. Я всех людей мира призываю к миру. Я страшную войну прошла. Только было мне 18-19 лет было. Только я начала жизнь понимать, что такое жизнь. 5 лет я провела в окопах, провела под бомбами. До Берлина дошла. 5 лет я страдала от бомбы, от пушек, от голода. В Ленинграде я голодовала, 40 дней я голодовала. 100 грамм, 150 грамм черный хлеб давали, жимых давали мне. Мы эти такие от яичного порошка посуду, мы кипятили воду, сухие листья бросали, чтобы темный был, вместе чая пили. Это словами можно так легко говорить, а это прожить я своему врагу не желаю. Ваше пожелание, призыв матерям, как мать, которая прошла через все, видали жизни, вот это трудности, что вы желаете, призываете в сегодняшний день? Я всех матерям призываю, чтобы они своим воспитанием обеспечивали своих детей на хорошие, чтобы их дети уважали старших уважать, чтобы умели уважать своих родителей, чтобы умели уважать и любить свою родину. Где бы они ни жили, эту землю, этот соль, этот хлеб, который кушают, чтобы они дали им оценку, чтобы они ценили, что за это все благо, которое они живут, это они обязаны своим воспитанием, своим пользом для своей Родины.